В эфире «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. В последние годы в связи с гуманизацией уголовной политики России суды все чаще назначают наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. С 2019 года на территории нашей республики стало исполняться еще одно подобное уголовное наказание – принудительные работы. О том, что это за наказание, кому оно назначается и каков порядок его реализации, мы поговорим сегодня со старшим помощником прокурора республики по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, советником юстиции Тимуром Никифоровым. Тимур Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Что из себя представляет этот относительно новый для нашей республики вид уголовных наказаний – принудительные работы? Ну, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, принудительная работа является альтернативой лишению свободы, назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет и заключаются в отбывании осужденным наказания в виде принудительных работ, заключаются в привлечении осужденных к труду в местах и работах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с учетом возраста, пола, трудоспособности, состояния здоровья, наличия специальности. При этом осужденный не имеет права отказаться от предложенной ему работы, и из его заработной платы производится удержание в размере, определенном приговором суда, но в пределах от 5 до 20%. А насколько часто стала применяться эта мера? Ну, эта мера в последнее время стала применяться, конечно, гораздо чаще, с учетом того, что появились возможности для его исполнения. Эта мера наказания, она назначается лицам, совершившим преступление небольшой и средней тяжести, а также тяжкие преступления, но впервые. То есть, если, к примеру, лицо обвиняется в совершении тяжкого преступления и уже имеет судимость, то такому лицу принудительные работы не могут быть назначены. Кроме того, для того, чтобы назначить это наказание, необходимо условие, что в санкции статьи конкретного Уголовного кодекса она должна быть указана в качестве возможности его наказания. То есть, если она в статье, например, 158 указана, то ее можно применять. Если нет, то, соответственно, нельзя. Также с учетом того, что это наказание связано с обязательными работами, оно не может назначаться ряду лиц, например, инвалидам первой и второй группы, несовершеннолетним, лицам, у которых уже наступил пенсионный возраст, больным, ну и так далее. А где отбывают принудительные работы? Каков порядок проживания? То есть они приходят на работу, уходят с работы? Как это происходит? Да, ну, отбывается этот вид наказания в специально отведенных местах. Это исправительные центры, то есть исправительные центры, где осужденные проживают, соответственно, там существуют определенные правила, утвержденные приказом Минюста Российской Федерации, правила внутреннего распорядка. Они обязаны их соблюдать. Они там обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых, соответственно, администрацией исправительного центра. Они не имеют права хранить какие-то определенные вещи, которые запрещены вот этими указанными правилами. При этом, ну, к ним, например, не относятся сотовые телефоны, ноутбуки, то есть их можно, в отличие от колонии, да, использовать. Также в выходные и нерабочие дни осужденные имеют право по разрешению начальника исправительного центра проводить их вне пределов исправительных центров. По отбытию, например, 1/3 срока наказания, если человек хорошо характеризуется, не нарушал правила внутреннего распорядка, ему вообще может быть предоставлено тоже также с разрешения администрации исправительного центра право проживать семьей на арендованной либо собственной квартире в пределах муниципального образования, в котором находится вот этот исправительный центр. То есть это такой своего рода такое учреждение, где люди проживают, трудятся гораздо, скажем так, на более облегченных условиях по сравнению с теми же колониями, даже с колониями-поселениями. А сколько у нас в республике таких центров? С прошлого года, с января 2019 года на территории республики открылся первый такое учреждение. Это Федеральное казенное учреждение исправительный центр номер 1 управления СИН по республике. Он открылся на базе ликвидированной в 2018 году исправительной колонии номер 8. Находится в Ленске. Лимит наполнения там сейчас составляет 100 человек. Это 90 мужчин, 10 женщин. Они проживают, соответственно, вот в общежитии при этом исправительном центре, трудятся в местах, которые определяются от администрации исправительного центра. У них налажено активное взаимодействие с центром занятости,
занятости районным. Заключены соглашения с 37 организациями, предприятиями различных форм собственности, на которых работают вот эти осужденные по принудительным работам. Ну, как правило, конечно, они привлекаются к работам, которые не требуют какой-то специальных навыков, то есть низкоквалифицированные работы, скажем так. К примеру, разнорабочие, уборщики территорий, грузчики на объектах ЖКХ, там, торговли, сельского хозяйства, работают в лесопереработке. Но, кстати, встречаются случаи, когда привлекают осужденных по специальности, то есть газоэлектросварщики, водители. Есть, вот недавно был я в Ленске с проверкой, как раз один случай был, там даже осужденный работает юристом, то есть имеет высшее юридическое образование, работает юристом на предприятии, получает заработную плату. Ну, заработную плату осужденные получают, конечно, меньше по сравнению с другими работниками, скажем так, да, то есть, конечно, она должна быть не ниже МРОТ, не ниже прожиточного минимума. Почему? Потому что еще одна такая вот особенность, да, этого вида наказания, то, что они сами себя обеспечивают, то есть проживают в общежитии, еда, одежда, все за свой счет, в том числе даже коммунальные услуги они оплачивают за свой счет, то есть вода, электроэнергия, это все списывается у них заработной платы, после, соответственно, вычетов вот этих предусмотренных приговором суда. Мгм. А вот те осужденные, которые сейчас находятся, например, в колониях, да, по каким-то статьям, по которым предусмотрена сейчас возможность исправительных работ, они могут как-то подать апелляцию или попросить о переводе? Я так понимаю, речь о тех, кто сидит именно в колониях, да, сейчас, в настоящее время. Да, такая возможность существует. Более того, с января 2019 года законодатель внес изменения в Уголовный кодекс, согласно которым срок, по отбытию которого можно изменить наказание именно на принудительной работе, он меньше, чем на любое другое. То есть, если, например, для осужденных, которые совершили преступления, особо тяжкие преступления, такой срок составляет 2/3, чтобы заменить лишение свободы на более мягкое наказание, то для того, чтобы заменить лишение свободы на принудительной работе, этот срок составляет всего не менее половины. То есть, ну, для примера, чтобы было понятно, человек осужден к 15 годам, и для того, чтобы у него появилась возможность подать ходатайство в суд о замене на принудительную работу, ему нужно отбыть 7,5 всего лишь, да? Ну, грубо говоря. А для того, чтобы на другое какое-то наказание, этот срок уже составляет 10 лет. То есть, соответственно, осужденный, он, как бы, ему чем 2,5 года еще сидеть, он может рассмотреть такую возможность и подать ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами. Ну, конечно, при условии, что он должен положительно характеризоваться, то есть суд оценивает при рассмотрении ходатайства осужденного, рассматривает его поведение в течение всего срока отбытия наказания, отношение к труду, учебе, погасил ли он частично или полностью ущерб, либо иным образом загладил вред, причиненный преступлением государству, потерпевшим обществу, как-то так. А были в республике уже прецеденты, когда обращались и заменяли? Конечно, конечно. То есть в настоящее время вот в исправительном центре в Ленске более 70% лиц, которые там сейчас отбывают наказание в виде принудительных работ, это как раз вот осужденные, которым наказание в виде лишения свободы заменено на принудительные работы. Остальные это вот тем, которым наказание назначено впервые. То есть все-таки большинство сейчас контингента, который проживает в исправительном центре, работает, трудится, это все-таки бывшие заключенные, скажем так, из наших колоний, из наших и из других субъектов. А какие основные проблемы есть с отбыванием принудительных работ? Ну, вот как раз возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, да, одной из проблем является лимит наполнения. То есть у нас в настоящее время осужденных в исправительных колониях их более, примерно 2500. При этом около 1000 имеют право подать такие ходатайства о замене лишения свободы принудительными работами. А лимит наполнения нашего исправительного центра всего лишь 100 мест, из них 90 мужских. Ну, то есть отсюда и вытекает вот такая проблема, потому что осужденные обращаются, им заменяют лишение свободы на принудительные работы, однако отбывать их с учетом того, что, например, лимит весь исчерпан, их направляет в другие субъекты. То есть здесь у нас закон не ограничивает, и при отсутствии мест в нашем исправительном центре осужденных направляют в исправительные центры или участки исправительных центров в других субъектах. Причем эта проблема, она характерна не только для нашего региона, но и для всей Российской Федерации. То есть проблема переполнения исправительных центров, она такая общероссийская.
Насколько я знаю, сейчас такие свободные места есть там в ряде только субъектов Северо-Кавказского региона, там Чечня, Дагестан. Ну, понятно то, что как бы не все хотят туда ехать далеко от места проживания. Вот в Уголовно-исправительный кодекс вносятся изменения, согласно которым с января 2020 года можно будет создавать участки исправительных работ непосредственно на предприятиях. Как вы считаете, эта мера как-то исправит нынешнее положение? Да, действительно, в статью 60 прим. 1 внесена часть 3 прим. 1 тоже, в соответствии с которой на участках, на предприятиях различного организационно-правовой формы могут создаваться участки изолированные, на которых также будут отбываться, получается, вот этот вид наказания. То есть они создают общежитие, предоставляют рабочие места, учреждения уголовно-исполнительной системы направляют туда своих сотрудников. Ну, это возможность такая существует. И там осужденные к принудительным работам трудятся, проживают. Я считаю, что реализация вот этого изменения, она бы помогла как и уголовно-исполнительной системе, так и крупным предприятиям различной правовой формы. Почему? Потому что, во-первых, это создаст дополнительные места для отбытия наказания. То есть, возвращаясь к предыдущей проблеме, да, то, что не хватает мест. Во-вторых, это определенная ресоциализация этих лиц, осужденных к принудительным работам. То есть они могут остаться после отбытия срока на этом предприятии, продолжать трудиться, жить в этом же общежитии. Для предприятий тоже, я думаю, что это возможность. Почему? Потому что два фактора есть. Да. Во-первых, фактор такой, что за работниками будет контроль осуществляться. То есть, зачастую же бывает такое, особенно это связано с низкоквалифицированным трудом, когда человек проработал 2 недели, первую зарплату получил, и пропал, грубо говоря. Да? То есть очень часто такая проблема встречается. Здесь, я думаю, что с учетом того, что, во-первых, за работниками осуществляется контроль со стороны администрации исправительного центра, во-вторых, над ними висит угроза вернуться в колонию, если они будут употреблять спиртные напитки, потому что употребление спиртных напитков относится к злостным нарушениям, и это однозначно влечет направление в суд ходатайства, представление о замене исправительных работ. То есть и для предприятий, и для осужденных это выгодно, чтобы такие участки создавались. Большое спасибо, Тимур Аркадьевич, за интересную, содержательную беседу. Это было актуальное интервью. Всего доброго.